Бостонский священник развращал детей в 6 приходах в течение 30 лет. Церковь узнала и ничего не сделала. Мы пока не начинали долгосрочное расследование этого дела. Нет, пока нет. И ваша команда готова этим заняться? Spotlight? В центре внимания! Мы продолжаем серию видеоинтервью с журналистами-расследователями в рамках рубрики Spotlight. У нас сегодня в гостях Адиль Турдугулов. Адиль, здравствуйте. Здравствуйте, Тина. Адиль, в 2021 году вы стали обладателем премии имени Улана Гизбаева за свое расследование, связанное с парками, точнее, темой парки коррупционного периода. Насколько ответственно получать премию и продолжать работу журналиста-расследователя? Ну, наверное, премия имени Улана Гизбаева, она самая авторитетная среди журналистов-расследователей, потому что она, во-первых, носит имя Улана Гизбаева. Этот человек, работая в Азатык, внес некие стандарты проведения журналистских расследований, к которым мы до сих пор стремимся. И это очень большая честь получить. Во-вторых, действительно, признание коллег очень важно. И то, что эта премия существует 5 лет, доказывает, что эта действительно премия пользуется уважением и признанием коллег и медиаэкспертов в том числе. Если конкретно о расследовании рассказать, то она касалась реконструкции парков Кыргызстана, Бишкека, Фучика, Каргачева рощи и парка Молодежный. И там было действительно украдено миллионы сомов со стороны акимятов, со стороны Бишкек глав архитектуры. И мы добились того, что возбудили уголовное дело в отношении тех лиц, которые были ответственны за его реконструкцию. Однако до сих пор эти люди не привлечены к ответственности. Это болевая точка для всех журналистов-расследователей в части того, что мы конкретно фактами доказываем преступления и виновных лиц, однако они зачастую откупаются. И наш профиль деятельности всегда был городские, столичные проблемы, урбанистика, так сказать. И я помню, что и на первой премии, которая произошла 5 лет назад, мы там тоже получили премию за только 2-е место, первые дыры со стаков, за расследование в части закупки саженцев по 9 тысяч сомов. Вместо того, чтобы закупать саженцы с наших питомников, наша мэрия тогда закупала по очень высокой бешеной цене за одну саженцу у Польши. И, конечно, это коррупция, опять же, беспредел, как мы любим говорить. Но вот опять же виновных лиц тогда не были привлечены к ответственности. Это демотивирует, но опять же премии такого рода, которые нам вручают, для нас накладывает еще и ответственность за то, чтобы не опускаться с этого уровня и идти вперед, и, может быть, еще в будущем получать другие премии, и мотивирует на то, чтобы заниматься этим журналистским расследованием. Я бы его сравнил с «Оскаром», потому что там, как вы знаете, никакого денежного приза нету, но он открывает некие новые двери, тебя узнают, и ты стараешься с этого уровня не упасть, так сказать. Поэтому мы стремимся точно так же соответствовать той большой премии, да, которую нам дали. Чем обусловлен интерес к городской тематике? Потому что я знаю, что вы последовательно уже много лет и специализируетесь на теме городского развития. И говорите, что многие проблемы все равно не решаются, несмотря на то, что происходят эти журналистские расследования. Возвращаясь к премии Улана Гизбаева, я хочу сказать, что, наверное, нашу премию отметили из-за того, что у нас наряду с журналистским расследованием была проведена, так сказать, похвалю себя, образцовая advocacy кампания в части того, что у нас был партнер «Наше право», который занимается как раз городскими проблемами. И мы провели там серию круглых столов, серию запросов сделали в правоохранительные органы, и прямые эфиры с пресс-туром самих этих парков коррупционных периодов, когда журналистам показали, где какие нарушения есть. И это как раз стало результатом того, что в отношении должностных лиц было возбуждено уголовное дело. Вот о чем я говорил. Считаю, что городские проблемы — это очень важно, потому что это наш город, это мегаполис, в нем сосредоточено население всех почти регионов Кыргызстана. И он является финансовым, культурным, политическим центром. И нормальное обустройство этого города, и муниципалитет, который отчитывается перед жителями
и создает для него комфортные условия, мне кажется, это одна из самых важных тем, которые мы должны поднимать, говорить, рассказывать. И в целом то, что вот эта тема урбанистики, она становится популярной, об этом говорят, я считаю, что это очень важно, потому что у нас зачастую журналистские расследования, они сконцентрированы на ударах властью, да, или противопоставлении, там, так сказать, или конкретных людей обвиняют, в части президента, может быть, и главы КГБ. Но я считаю, достаточно и других тем, которые не охвачены. И для нас вот эта сфера, она является очень важной и приоритетной. Насколько я знаю, не только по Бишкеку, но и в Аше тоже вы пытались расследовать дела, связанные с парками. Да, мы вот конкретно по парку Токтогула провели данное расследование. Опять же, была проведена advocacy кампания соответствующая, и в отношении должностных лиц тоже возбуждено уголовное дело. То есть вот незаконные сооружения, которые там были построены со стороны ресторана «Изюм», там было предписание о том, чтобы его убрали, и в отношении ОШ глав архитектуры тоже. То есть виновного лица убрали и потом возбудили уголовное дело. Но я опять же не в курсе того, что насколько он получил наказание. В следующем году мы хотим сосредоточиться точно так же на урбанистских городских проблемах и в регионах. То есть областные центры, которые находятся в Караколе, в Таласе, в Нарыне, в Баткене. То есть там же тоже городские проблемы, схожие с Бишкеком. И даже, может быть, там как раз и меньше контроля. И многие местные журналисты тоже не имеют возможности зачастую критиковать власти. А мы этой возможностью обладаем, и вот тоже хотим сосредоточить внимание именно на городские проблемы на местах. Делали это только журналистов-расследователей говорить о проблемах города? Нет, как раз таки вот о чем я говорю, advocacy компании, когда ты сопровождаешь это еще с общественными компаниями, с общественным вниманием, она как раз и подразумевает то, что ты подключаешь к этому процессу и гражданских активистов, которые этим занимаются, экспертов и правоохранительных органов. Потому что в советское время публикация была критического характера через цензуру, и сразу виновные лица, они привлекались к ответственности. Демократия, свобода слова, она нивелировала слово в целом, и поэтому нам необходимо сказанное обвинение повторять и доводить до конца. Поэтому журналисты зачастую, как им кажется, берутся за несвойственную функцию привлечения к ответственности. Но я думаю, что это часть и гражданской журналистики, когда ты не равнодушен к тому, что ты освещаешь, а становишься человеком, который вот эти проблемы разрешает, доводя разрешение ее до логического конца. Я думаю, что это очень важное направление, и надо этим заниматься. Какими инструментами вы пользуетесь в своих расследованиях, на что опираетесь, как формулируете свою гипотезу, ну и как находите вообще в целом темы? Вот мы все время размышляем и думаем, почему вот за 30 лет независимости и вроде бы борьбы за демократию и нескончаемой революции мы не можем добиться подотчетности во власти. Мне кажется, это связано с закрытостью. Я работал помощником премьер-министра, и у нас через меня проходила масса документов, которые я просматривал перед тем, как представить главе кабинета министров. И я с удивлением обнаружил о том, что только вот 10-я часть информации, которая там есть, она поступает под внимание общества, спотлайт, в центре внимания не оказывается. И это основная проблема, потому что бюрократия закрыта, она неконтролируема, в нем нет транспарентности, открытости. На словах артикулируются слова о подотчетности, хотя конкретных механизмов того, чтобы ее сделать такой, у нас до сих пор нет. У нас советская бюрократия до сих пор, она закрытая. И, конечно, вот без слома этой системы, без подотчетности парламента и других органов этого не произойдет. В целом, я считаю, что в Кыргызстане, я об этом постоянно говорю, у журналистов особая роль, у журналистов-расследователей в особенности, потому что на Западе есть другие институты, которые контролируют за действием властей. Это и парламентская оппозиция, это независимые правоохранительные органы, которые действуют не по указке президента или премьер-министра, да, а по закону. И местное самоуправление сильное, которое само по себе тоже является, поддерживает систему сдержек и противовесов, и независимый суд, у нас эти органы деформированы. И зачастую поэтому журналисты берут на себя несвойственную функцию по тому, чтобы
контролировать эти власти. Поэтому, когда нам говорят о том, что это четвертая власть, нет, она еще выше у нас в Кыргызстане. И, конечно, заниматься этим для меня это большая честь, и быть в авангарде этого, заниматься журналистским расследованием, потому что это наиболее сложная часть, она является для меня большим вызовом и большой честью. И спасибо организациям, которые вы представляете, например, Тина, да, что вы поддерживаете именно это направление в том числе. Ну, инструменты разные, но мы в основном используем открытые источники. Это вот открытый бюджет и тендеры. Тендеры как раз таки являются основным источником для пополнения теневых схем. Потому что там запутанные у нас алгоритмы, но вот как раз задача журналистов-расследователей, в том числе для того, чтобы это все выявлять, рассказывать и распутывать. Да. У нас есть закон о доступе к информации. Насколько государственные органы готовы отвечать вашим запросам? Вовремя ли отвечают? Потому что вы вот по городской тематике наверняка много запросов по разным темам. Как раз таки по городским запросам вот, я считаю, что важно иметь вот такие партнерские организации, которые как раз этим занимаются. То есть у нас в основном журналисты, они работают автономно. Но я думаю, что вот такая тесная работа с теми организациями, которые специализируются на чем-то, это очень важно. Да. Вот, например, когда мы работаем о медицинских препаратах, мы тесно сотрудничаем с МПО, которые более глубже понимают эту вещь и могут подсказать пути. Некоторые являются инсайдерами, которые проработали там и могут об этом тоже рассказать. Да. Поэтому я бы советовал всем журналистам-расследователям как бы быть, то есть протягивать первыми руки с МПО, чтобы работать рука об руку и разрешать те проблемы, которые накопились, да, вместе. Вы упомянули период своей биографии, когда вы в государственных органах тоже работали. На нескольких должностях, насколько я поняла, по записям в интернете. Да, да. Насколько работа государственного служащего и журналиста совместима? Помогает ли ваш опыт в государственных органах сейчас в журналистской деятельности? Ну, мы сейчас живем очень такое динамичное, спрессованное время, когда, например, в Японии, где я проработал тоже, там, как вы знаете, существовала система пожизненного найма, но это там тоже меняется. То есть это тоже система сломлена, как и в Советском Союзе. То есть у нас уже нет таких устойчивых схем создания карьеры и ограниченных, которым являлась армия, комсомол или наука. Все поменялось. И поэтому много очень возможностей, и надо испробовать, я считаю, для молодежи я всегда советую, что надо испробовать разные жанры и направления. И слава богу, я такие направления испытал, и считаю, что это только обогатило мой опыт, потому что люди, которые не работали в государственной службе, иногда слишком демонизируют ее. Считают, что все там враги, все там присосались к бюджету. А я могу сказать, что большая и основная часть, которая там работает за нищенскую зарплату, они делают это по душе, то есть искренне, и считают себя настоящими патриотами страны, не менее чем журналисты-расследователи или работники НПО, как по меньшей мере. Поэтому работа у них очень сложная, закрытая, они зачастую не могут говорить того, что можно сказать. И я вот, когда работаю, чем мне помогает, всегда взглянуть на проблему с их стороны, с проблемой в части разрешения этой ситуации с бюрократией, потому что зачастую у них не хватает ни времени, ни ресурсов для того, чтобы это довести до конца. И я всегда хочу в этой части как-то помочь. И я думаю, что вот иметь разный опыт, он всегда полезен, в том числе дипломатический, который у меня тоже есть. Вы делали материалы, специальные репортажи, документальные фильмы про исторические события в истории независимости Кыргызстана. Это история движения Кель-Кель и аксайские события. Насколько вообще история Кыргызстана осмыслена в медиаматериалах? И о чем еще предстоит говорить журналистам, расследователям в этих темах? Ну вот, у нас была очень бурная история за 30 лет, но из-за того, что, как я сказал, оно очень спрессованное и очень динамичное, зачастую мы забываем о том, что произошло. И вот, например, вы упомянули Аксы или Кель-Кель.
Я думаю, что если мы выйдем на улицу и спросим молодых людей про эти события, мало кто вспомнит про них. Потому что про них и в учебниках не рассказывается, и, во-вторых, никакой хронологии, то есть с интересным рассказом об этом до сих пор не сделано. И я считаю, что это опять же болевая точка, то есть многие проблемы, которые у нас сейчас есть в стране, общественно-политического характера, то, что опять проявляются негативные явления, которые были и раньше у нас в стране, они повторяются, связанные с тем, что мы не учим уроки истории. Это касается как власти, как общества, так и журналистов, это касается всех. Поэтому очень много белых пятен, которые мы должны как бы раскрывать и расследовать, и, может быть, выявлять даже новые вещи. И это логично делать со стороны журналистов-расследователей, потому что мы опять же копаем факты и новые какие-то, наверное, вещи выявляем. И поэтому и Ахсы, и Келкели, они очень важные темы, потому что Ахсы, это вот говорят же о политических репрессиях сейчас. Они начались не сегодня, они начались еще тогда, именно с расстрела Акаева. Если мы эти вещи, эти события не отрефлексируем, то эти события будут повторяться, я так считаю. А Келкели — это первое молодежное движение оппозиционного характера, которое вот выступило против, неангажированное. Оно всегда было ресурсом для власти, для того, чтобы сгонять на выборы и получать необходимые голоса. Но после того, как небольшая группа собралась людей неравнодушных, экспрессивных, болеющих за страну и не являющихся марионетками власти, больше загонять молодежь на выборы уже не получается. Поэтому очень важно не количество людей, которые выступают, а для меня уроки, я говорю, а именно неравнодушные люди, которые вот собираются вместе и отстаивают свои принципы. Мы сейчас заканчиваем расследование относительно политических репрессий, которые происходили с 90-х годов, и приглашаю вас, пользуясь моментом, 8 ноября у нас будет мероприятие, посвященное вот этой дате. Я думаю, что она более чем актуальна, потому что она будет происходить в день политических репрессий, посвященное дню расстрела в селе Койташ наших самых видных государственных деятелей. И мы там тоже отрефлексируем, поговорим, почему вот на протяжении 30 лет при каждом президенте существуют политические заключенные и происходят политические гонения. Я думаю, что эта тема очень важна, и она как раз помогает и в том числе понять, почему вот этот регресс происходит опять же, и опять же политические репрессии сейчас происходят. Поэтому для меня это наряду с теми, что я говорил до этого, текущими журналистскими расследованиями, вот этот исторический экскурс. Я считаю, что он не просто обращен назад, он как раз и обращен в будущее, на разрешение тех проблем, которые у нас перед нами стоят. Я знаю, что вы все время в одной команде работаете. Немножко расскажете про то, что Да. вы и Булат — это как неотделимое? Да. Да. Ну, Булат Сатаркулов, он как бы настоящий мозг команды, потому что он как раз копает очень глубоко, даже глубже, чем надо во многих вещах. То есть он не только операторскую какую-то Нет, работу? конечно, ни в коем случае. Он как Активный, раз, он конкретный расследователь, может быть, я был просто фронтмен, но я думаю, что точно не меньшую часть работы он выполняет, может быть, больше, я так считаю. Потому что он как раз и копает информацию, он открывает данные, он собирает источники, он очень скрупулезен в этом части. И поэтому у нас сложился такой хороший тандем в части расследования. Человек творческий, человек очень умный, человек очень опытный, и я очень рад возможности заниматься с ним этой работой. И Александр. И Тропейко, это Александр Тропейко, и у нас есть еще и другие монтажеры, которые мы вместе работаем и делаем работу. Вы очень активны в соцсетях. Мы видим всегда также поддержку вашей супруги. И тоже такое ощущение, что вы такой тандем супружеский. Она вас поддерживает. Как помогает ли супруга тоже? Да, конечно, помогает, потому что я думаю, что самое важное в супружеской жизни — это вот как раз общие какие-то ценности. То есть если ты исповедуешь базовые ценности, там может быть расхождение потом, но это все не страшно, если ты придерживаешься одних вещей. То есть точно она также,
И я считаю, что не существует белого и черного. То есть нельзя вот противопоставлять одних общество и власть. Как раз-таки контроль и возможность делать его открытым, оно возможно только при сотрудничестве. И почему, например, мы занимаемся теми же городскими проблемами? Потому что здесь вот такой взаимный диалог, он более возможен, чем на высшем уровне. Потому что президента, когда ты обвиняешь, он никогда, может быть, и не опустится до того, чтобы ответить. Да? И поэтому для меня это как-то не совсем интересно становится. Но вот такой, я думаю, что в Кыргызстане достаточно много других системных проблем, которые требуют разрешения и расследования. Это касается и трансграничных проблем, это касается и контрабанды, это касается и теневой экономики. И она зачастую не связана только с одним лицом. Там очень много людей, потому что слишком персонализированное обвинение зачастую, да, оно приводит к тому, к смене головы, а вот эта вся система, она остается такой же гнилой. Голова меняется, другая голова профессора Доуля появляется на его месте, а она опять же становится гнилой из-за того, что само тело гнилое. Поэтому нам бы, наверное, вот в общей массе разрешать этот вопрос, и тогда мы к чему-то хорошему придем. В прошлом вы довольно активно комментировали политические события, сами были, входили в разные политические движения. Да. Насколько это мешает вам сегодня в этой работе? Или же, наоборот, это помогает? У каждого опыт уникальный. Некоторые вещи, может быть, я по-другому делал, но в целом я ни о чем не жалею. То есть и для меня гражданский активизм, участие в политической деятельности, оно дало возможность высказать те вещи базовые, которые я считал важным. Но это был определенный этап, и он только обогатил меня. Сейчас я считаю, что у меня другое направление, которое для меня очень интересно. Я хочу этим заниматься. У меня нет никакой такой большой ностальгии, чем я до этого занимался. Нет стремления, как многие думают, занять какой-то пост, должность. Уже и предложения, честно сказать, были, но я не хочу. Мне интересно вот это направление, где ты свободен, независимым, и в то же время какие-то общественные интересы тоже продвигаешь. Поэтому я буду этим заниматься и продолжать это делать. И хотела бы в целом про медиа-индустрию в Кыргызстане вопросы задать. Как бы вы определили роль независимых медиа в построении открытого общества в Кыргызстане? Оно имеет определяющее значение, потому что медиа, они же направлены на открытость власти и на то, чтобы отстаивать интересы общества. У нас медиа эту функцию, слава богу, выполняют. Я был в Алматы, и я с гордостью хочу сказать, что как раз-таки медиа в Кыргызстане, они наиболее приближены к проблемам людей, с одной стороны. С другой стороны, является основным инструментом защиты интересов общества и граждан конкретно. И они не боятся ставить вопросы самые болезненные перед властью и требовать их разрешения, чего мы не видим в соседних странах, как бы они там не хорохорились, знаете. Поэтому и являемся лидерами, и зачастую вот эта наша деятельность является примером не только для нашей страны, но и других стран региона. И я думаю, что вот этот пример, он будет заразительным и в других странах, и они основную миссию журналистики на себя возьмут. Какие издания, на ваш взгляд, определили путь развития СМИ в Кыргызстане? Я думаю, что все независимые медиа, которые появились еще в 90-е годы, это «Республика», «Свободные горы», «Асаба», потом переименовался «Агым», «Кыргыз.ру», «Азатык», BBC, кыргызская служба, все организации, которые их поддерживали, это Сорос, это Интерньюз Кыргызстан, поддерживали, я имею в виду, в плане независимых, другие доноры. Они все работали на укреплении этого института свободных и независимых медиа. Сейчас, если считать, я считаю, что КЛОП, 24 KG, Кактус тоже являются самыми проводниками, Аки-пресс тоже в том числе. Хотя он не всегда солидаризируется с проблемами, но в то же время его существование тоже
То есть у нас разные медиа. Мне кажется, немного вот мы отойдем чуть-чуть в сторону, но мне кажется, у нас слишком специализирован на текущую журналистику, на оперативную, а вот другой журналистики, которая касается более таких специфических проблем, она не развита. Это касается и Тематические да, какие-то журналистских расследований, это медиакритики касается, это и вот более тематической журналистики. Оно все завязано на общественно-политической тематике и на текущей журналистике. Мне кажется, есть такой крен немного. Ну, это нормальное явление, естественным путем это все разрешится. Мы видим, что с каждым днем усиливается давление на свободу слова. Как в этих условиях завоевывать доверие аудитории, да? И как вообще в этих условиях работать журналистом? Вы заметили то, что закрытие Азатык сайта и арест политических узников, он случился одновременно и по одной причине. Это прямое давление на свободу слова. И я об этом раньше всегда говорил, о том, что медиа не должно себя противопоставлять политикам оппозиционного характера и в целом гражданское общество. Это часть гражданского общества. Поэтому оно должно быть солидарно, когда сажают любого другого гражданского активиста, потому что его сажают за высказанное слово, противовес власти. И если ты сейчас промолчишь, это будет тебя коснется и завтра. И вот то же самое происходит, это давление на свободу слова, прямое. Это, но вот 30 лет независимости Кыргызстана показывает то, что любая попытка ограничить свободу слова, она ничем хорошим для властей не заканчивалась. Поэтому я абсолютно уверен, что мы восстановим свои права, Азатык будет существовать, потому что это национальный ресурс. То есть, и вот меньше всего Азатык можно обвинить в двойных стандартах. Это можно сделать в отношении КТР, ЛТР, тех организаций, которые напрямую финансируются со стороны государства. А вот Азатык, он всегда дает два мнения, он всегда И вот как раз вот эта дискуссия, которая породилась за счет, она как раз связана с тем, что они формально дали два мнения. Но вот по содержанию, по контексту, как мне посчиталось, я считаю, что это было сделано немного неправильно. Но это такой специфический, важный разговор, который надо вести. Но я опять же повторюсь, мы можем общественно дискутировать, но закрывать любое издание, какую-то цензуру вводить ни в коем случае нельзя. Да. То есть должна быть у журналиста своя ответственность, своя рефлексия на эти темы. И об этом мы должны постоянно говорить, как мы это сейчас делаем. И решать эти проблемы внутри цеха. Да, ну, внутри цеха, но не только, я думаю, что и люди в целом могут подключаться к этой дискуссии, потому что она в целом будет направлена на улучшение качества журналистики. Главное не затаивать это все. И последний вопрос. Какое впечатление вы хотели бы оставить у аудитории? У какой аудитории? Ну, читательской, зрительской, у вашей аудитории. Знаете, вот журналистики идут за то, чтобы стать популярным или стать известным. Я сейчас этим не страдаю. Может быть, на раннем этапе это было, когда я начинал работу, кстати, и в КТР. Я там 5 лет проработал. И для меня важно разрешить какую-то проблему. Если ты хоть какую-то проблему конкретного человека разрешил, если ты добился защиты его прав, значит, твоя работа в журналистике, она не случайная и не просто так. Для меня это важнее всего. Спасибо, Адель, за интервью. Удачи вам в вашей работе. И это была рубрика Spotlight, рубрика о журналистах-расследователях.